Я бы хотел слово предоставить генеральному директору госпредприятия Кыргыздипсервису Мирлану Исеновичу Арстамбаеву. Пожалуйста. Я предлагаю проголосовать за проект постановления в целом. Спасибо. Давайте послушаем. Хотя вкратце в основных моментах. Не спешите, уважаемые коллеги. Уважаемые народные избранники, спасибо за предоставленную возможность выступить перед вами. Я хотел в первую очередь принести свои извинения. Вчера, как руководитель, я вынужден был здесь, персонально сам, провести презентацию и разъяснить все моменты соглашения, которые мы планируем подписать. Но, к сожалению, произошла накладка. В то же самое время у нас проходило межведомственное совещание по тому же самому вопросу, где мы с несколькими министерствами пытались пройти их замечания и предложения. Во-вторых, конечно же, я беру еще вину на себя за то, что мы не смогли нормально подготовить, провести разъяснительную информационную работу. Я постараюсь сегодня объяснить вкратце суть этого соглашения, почему оно нам выгодно. В первую очередь я хочу применить термин, это как выравнивание позиций по данному вопросу. Сегодня этим соглашением мы пытаемся выровнять позиции. Вы прекрасно знаете, что в 2003 году, 15 лет назад, было подписано соглашение между мэрией города Бишкек и посольством КНР о предоставлении земельного участка площадью 3 гектара в южной части нашего города, так называемом дипломатическом городке. За это время уже произведено строительство. 7 лет назад, в 2011 году, посольство Китайской Народной Республики переехало в новое здание. Сейчас оно нормально функционирует. К сожалению, в отношении нашего посольства мы можем сказать, что мы на протяжении более 20 лет арендуем здание, уже на моей памяти 3-й раз. Ныне действующее помещение, оно непригодно для посольства, надо сказать открыто. Во-первых, оно больше приспособлено для житья. Это жилой дом, который, к сожалению, мы вынуждены сейчас использовать как посольство. Там узкие коридоры, очень маленькие такие потолки, низкие комнаты не совсем не приспособлены. И даже если взять консульскую часть, оно совершенно не приспособлено. Поэтому на протяжении последних 5 лет мы вели такую активную работу в этом направлении, и мы добились определенных успехов. Надо выразить признательность нашим китайским коллегам, они пошли навстречу нам. Выделяется земельный участок 25 соток в центре города. Это 2-й дипломатический район, мы смотрели. Там же расположено недалеко, буквально 300 метров, это посольство США. Рядом с нами через дорогу расположена резиденция посла Японии, посольство Малайзии. Рядом с нами выделяются земельные участки для Азербайджана, для Таджикистана. Казахстан ведет переговоры о том, чтобы выделили земельный участок. И я вас прошу правильно понять, уважаемые народные избранники, это действительно в наших интересах. Мы сегодня должны выровнять позиции, мы должны снять, во-первых, это и для престижа, мы должны построить нормально функционирующее посольство и рядом жилой дом для сотрудников. Мы планируем уместить в эти 25 соток, и по нашим расчетам мы спокойно выходим. Во-вторых, это очень сильно снимает финансовое время с нашего бюджета. Надо сказать, что цены в Китае довольно-таки высокие, что на землю, что на квартиру, что на офисы. Вы можете прекрасно посмотреть, в интернете есть все данные. Они в разы отличаются от наших бишкекских. И сейчас Пекин, в принципе, входит в один из самых дорогих столиц мира. Поэтому я хочу попросить еще раз извинения за то, что произошло. Конечно, я понимаю вашу справедливую критику, но мы, вот сейчас соглашение перед вами, я готов ответить на все ваши вас интересующие вопросы. Я хочу убедить вас, что это соглашение действительно в интересах нашей страны. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемые коллеги. Если нет вопросов, то предложение Валентины Михайловны поставлю на голосование. Да? Кто за то, чтобы принять в целом проект постановления? Кто за? Джумайк Мамбаевич, против? Воздержались? Принято единогласно. Спасибо большое. С учетом, здесь есть и заключение профильных комиссий, комиссии по регламенту и УКС. Вам спасибо.